Вот это вот гепатоцеллярная карцинома печени. Потом в следующий раз вот мы проходим дальше, вот сюда уходим, видите, где и вот так у нас получается вот каждый этот сосуд, вот питающий сосуд, его надо как бы закрыть. А вот опухоль это как дерево. Мы перекрываем вот ему кислород. В Казахстане у нас рак печени, он где-то на 8-9 месте. Где-то в год выявляется тысячи случаев при раком печени. А в Тюменской области у нас такая статистика, как и по республике, то есть где-то 8-9 место. То есть там нет такого какого-то универсального метода, что вы, например, вот там сделали одно, и у вас он был, или у вас есть, или у вас нет. То есть это надо комплексно. Это, во-первых, жалобы пациента, какие-то жалобы на боли, на кровопотребление, на похудение, на жутушность кожных покровов. Вот, к сожалению, это все, но все уже поздние симптомы. Конечно, тут большую роль играет онкоскрининг рака печени. И как бы самые оптимальные методы диагностики это КТ и МРТ брюшной полости с контрастированием. Можно делать УЗИ печени, все эти, вот этот вот комплекс, то есть кровь на онкомаркер, УЗИ брюшной полости, КТ брюшной полости с контрастированием жалоб. Целлюлярная карцинома печени – это на фоне вирусных заболеваний печени, цирроза печени, на фоне питания, то есть алиментарное кислота, то есть питание тоже очень влияет, когда пища бедна там белками, там, то есть этими, то тоже как бы вызывается, ну как страдает сами гепатоцит и вызывается рак печени. То есть курение, алкоголь. Вот до 50 лет и выше уже как бы риск возникновения гепатоцеллярной карциномы он возрастает. И, к сожалению, в большом количестве случаев как бы пациенты уже приходят с запущенными формами, потому что как бы патогномичные симптомы, то есть это похудение, слабость, да, вот эти вот боли, они возникают уже, к сожалению, на поздних стадиях, уже когда опухоль достигает больших размеров. Самое радикальное лечение, конечно, операция. Ну, это вид лечения как минимум только, к сожалению, 10-15% большая часть уже как бы операция она не подлежит, то есть им показана химиотерапия. Ну, то есть раньше мы делали системную химиотерапию, то есть мы вводили им доксорубицин, эпирубицин и таргетная терапия сорафенибом, но, к сожалению, она давала медианную как бы жизнь, то есть это как ну, средняя продолжительность жизни была где-то год в среднем. Год, ну, максимум 1,5 года. Сейчас у нас вот современные методы это химиотерапия и вот именно насыщаемыми микросферами. Это, то есть есть такой микросфер, они уже откалиброваны, то есть есть 50 нанометров, там, ну, там 100 нанометров, 200 нанометров. И, то есть все под разный как уровень вот этих вот артерий мы их забиваем. То есть если артерия большая, то есть там будет больше там как бы эти мы будем забивать при раке печени, при гепатоцеллярном раке, то мы применяем доксорубицин. То есть мы ее применяем, но в чем плюс вот именно химиотерапия, это в том, что он вызывает ну, как бы локальный, то есть, да, то есть мы вводим вот этот вот химиопрепарат, мы доставляем вот именно организм и не вызывает вот эту системную реакцию, вот этой химиопрепарата, то есть это тошнота, рвота. На данный момент мы с Сенчем вместе как провели около уже 20 случаев. Все пациенты из нашего региона, есть у нас пациенты в Западной Казанской области, были пациенты с Калардинской области, были пациенты из Сатровской, то есть мы не ориентируемся только помогать вот, только тюменским пациентам, мы хотим как бы, помогать и как бы на Западном Казахстане. То есть если есть опухоль, то мы его лечим. С ноября прошлого года у нас в медицинском центре внедрена технология химиомобилизации печени, отличительная способность, это считается
минимально инвазивный метод воздействия, когда через сосудистое русло химия препарата доставляется непосредственно к очагу. И тем более химия препарата воздействия идет только точечно, а не на весь организм. В этом случае при применении методики ХЭП это происходит намного быстрее и более избирательно. По Западному Казахстану в настоящее время данные вмешательства проводятся только у нас. Вот. Поэтому, учитывая то, что западный регион, Атырауская область, Мангистауская область, Западно-Казахстанская область и Костанай, например, да, Кызылординская область, вот, мы сейчас хотим вот таких больных, которые с опухолью, предложить на нашей базе такое лечение. Принцип выбора пациентам клиники соблюдается, то есть это у нас, можно так сказать, такая шаговая доступность, так назовем, чем куда-нибудь в Астану, в Алмату добираться, да? А здесь, например, в Западно-Казахстанской области 4-5 часов на поезде или на такси пациент уже у нас, без всяких проволочек идет госпитализация, и буквально на следующий день больной получает данную процедуру. То есть соблюдается принцип пациентоориентированности нашей клиники, не только для жителей нашей Тюменской области, также и для жителей близлежащих регионов нашей республики.